Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в котором мы обсуждаем произошедшие в Мордовии новости за минувший месяц и новости за прошедший ноябрь. Нам поможет понять Евгений Владимирович Четвергов, писатель, основатель Фонда спасения рязанского языка имени Анатолия Павловича Рябова, один из создателей национального движения «Мастарава», бывший редактор общественной газеты «Эрзень Мастер», кандидат сельскохозяйственных наук. Евгений Владимирович, первый блок новостей называется «Насилие в школах и детских садах». Такая новость. В социальных сетях 21 ноября появилось видео, как учитель школы номер 3 города Саранска в углу коридора избивал и оскорблял своего ученика. И потом в интернете написали, что те, кто были свидетелями, что ученик еще на уроке стал пререкаться и даже чуть ли не оскорблять учителя, и учитель на перемене в коридоре ему вот так отомстил. Как вы считаете, можно ли, допустимы ли такие отношения учителя по отношению к ученику, и как вообще решать проблемы конфликтов в школах? Я так считаю, что так поступивший учитель уже не учитель. Так не может быть никак, если нормальный человек, нормальный педагог. Но я смотрю на насилие в школах в более широком плане. Не только физическое насилие, но и такое духовное насилие. То есть читай то и больше ничего. Смотри туда и больше никуда. Это какое-то казарменное такое положение складывается. Такого допускать нельзя в школе. Всегда надо развивать в душах детей эту свободу. Только свобода способствует развитию государства, общества, личности. Только так. А, к сожалению, это у нас недопустимо. Попробуй приехать писатель, ученый, встретиться с учениками, рассказать о своей жизни, о трудностях жизни. Недопустимо это считается. Все закрыто, закрытая зона. Это как, это так. И это для меня непонятно. Непонятно. Вот я так отношусь к этому, к насилию в школах. А как считаете, может быть, агрессия учителей по отношению к ученикам вызвана в том числе тем, что происходят вот следующие новости. 8 ноября в Ардатовском районе руководитель детского садика «Теремок» уволила 6 воспитателей и 1 помощника воспитателя. И оказалось, что не совсем в соответствии с трудовым законодательством. Они обратились в прокуратуру, и прокуратура Ардатовского района их восстановила и оштрафовала руководителя. И вот если учителя и воспитатели знают, что их легко могут вышвырнуть, может быть, они менее бережно относятся и к ученикам, и детям? Может быть, может быть. То есть продолжается та же тема насилия. Насилие со стороны тех, которые на этаж выше. В прокуратуру заявлять ни в коем случае нельзя, по их мнению. Та же самая тема, здесь ничего нового нет практически. Тот же самый диктат, то же самое насилие продолжается везде и вовсюду. Никто не говорит, что это должна быть абсолютная свобода во всем, что хочешь, что и делай. Нет, свобода не в этом. Свобода – это в мышлении прежде всего, а это не допускается. Даже мыслить не разрешается по-своему. Преследуется даже и мысль. Вот в этом-то и вся трагедия нашего существования. Вот и все у меня взгляд на эту тему. Следующий блок новостей называется «Полиция». Полиция? Да, дело в том, что у нас 6 ноября президент наш, Путин, Владимир Владимирович, забрал у нас заместителя министра МВД Владимира Александровича Толкунова, заместителя министра и начальника полиции МВД по Республике Мордовия. Путин назначил руководителем Министерства внутренних дел Брянской области. И Владимир Дмитриевич Волков, выступая 9 ноября на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
как бы ставит этот факт как характеризующий улучшение ситуации с правопорядком в республике. И он приводит такие цифры, что вот уровень преступности в Мордовии почти на треть ниже, чем в среднем по России. И потом как бы вторит главе республики отдел правовой статистики прокуратуры Республики Мордовия, который 14 ноября сообщила, что привела цифры, какие у нас отчет издала о состоянии преступности в Республике Мордовия за 10 месяцев, привела цифры, что около 7 тысяч преступлений, чуть меньше, чем в прошлом году. Сообщила, что в Больше-Игнатовском районе меньше всего преступлений, там люди более законопослушны или там меньше людей живет, а в Саранске и в Рузаевке больше всего зарегистрировано преступлений. Потом интересные цифры прокуратура приводит, что число зарегистрированных фактов мошенничества за год выросло на почти 15%. Число зарегистрированных краж, наоборот, снизилось почти на треть. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, несмотря на чемпионат мира по футболу, сократилось тоже почти на треть. Во всех преступлениях в Мордовии за год, за 10 месяцев, погибли 33 человека. Из них 8 человек в ДТП. А вообще в ДТП вот глава ГИБДД, начальник управления ГИБДД Мордовии, Сергей Николаевич Гагарин сообщил, что за 10 месяцев произошло около 900 ДТП, в которых погибли 120 человек и 1200 травмированы. Как вы относитесь вообще к ведомственной статистике, насколько ей можно доверять? Первый вопрос. И второй, как вы вообще оцениваете за прошедшие 5 лет уровень уличной безопасности и в целом правопорядка в республике? Во-первых, я как-то не интересуюсь этой темой, не моя проблема это все. Но кое-что могу сказать. Знаю, что во многих странах число самых крупных преступлений... Прервитесь, ничего страшного, телефон. А я нашим телезрителям еще цифры озвучу, что в Ленинском районе сейчас, одну секунду. Вот, уменьшилось количество преступлений. Сейчас интервью. В Октябрьском тоже уменьшилось на 50 преступлений. А в Пролетарском районе, наоборот, число преступлений возросло с 801 до 814 преступлений. В общественных местах тоже снизилось на 6%. Продолжайте, Евгений Владимирович. По сравнению с другими странами, я помню цифру, число убийств, тяжких преступлений в России в целом в 10 раз больше, чем у них. Да, недавно прочитал материал про Арабские Эмираты. Там, по сравнению с Россией, число этих тяжких преступлений, включая и убийства, даже не сравнить. Хотя там чуть ли не 90% населения – это чужаки, мигранты. Но правительство так установило эти отношения между людьми разных национальностей, разных континентов, что все у них проходит все гладко. Вот такие цифры. Ну и далее. Меня не удовлетворяет то, что зарплата работников правоохранительных органов больше, чем зарплата профессора. Это несравнимые, не укладывается в нормальную голову. Ну, а что еще? Ну, конечно, по сравнению с 80-ми годами или 90-ми годами число преступлений и стало жить спокойнее. Это ясно. Это заслуга. Но и еще меня удивляет то, что слишком много работников, полицейских работников, слишком много. Я как-то приводил цифру по сравнению с этими маленькими государствами, как Лихтенштейн и прочие. По сравнению с ними, там уличных порядка, да, вот значительно, несколько десятков раз больше. Вот поэтому и вот так вот и живем. Но, по-моему, там у них, если посмотреть,
общее число этих сотрудников полиции на там 1000 населения у нас выше намного, но зато у нас это основной перевес за счет бюрократии, за счет управленческих. А вот на местах, вот именно которые на улице, наоборот, оказывается, у нас меньше. Меньше. Вот, то есть уровень управления такой, получается, неэффективный, что он требует большего количества сотрудников, а качество, вот вы привели по сравнению. И я еще слышал цифру, что по количеству убийств мы как бы стабильно держимся, может, я ошибаюсь, но у меня я с такой цифрой был знаком, на 2-м месте после Колумбии по количеству убийств в мире. Вот. У меня еще попадали цифры Соединенные Штаты Америки. Там, оказывается, преступность тоже высокая. Не знаю, по сравнению сколько с Россией, но там бандитизм развит. Дай бог, как говорят. Не дай бог. Вот такие дела. А у нас еще, кроме бандитизма, которого в Мордовии относительно других регионов, видимо, меньше, видимо, лучше с ним борется, вот чего у нас много. 10 ноября сайт info.rm.com сообщил, что количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел, тут красиво сказано, но, в общем, коррупционных преступлений увеличилось по сравнению с прошлым годом на 25%, на четверть. А число зарегистрированных фактов взяточничества возросло даже в 2 раза по сравнению. И вот пример, что 21 ноября, ну это пример хороший, что в чем борется. 21 ноября был арестован сотрудник дежурной части МВД Саранска, который в течение года разглашал факты смерти, разглашал ритуальному агентству за 32 тысячи рублей накопилось у него, факты смерти людей и местонахождения их тел. Звоня им или по смс-кой. И вот как бы управление собственной безопасности МВД и исследователи Следственного комитета по Мордовии его поймали, обезоружили, уволили, завели уголовное дело, но руководство его как бы привлекли к дисциплинарной ответственности. Как вы оцениваете ситуацию с коррупционными, коррупциогенностью нашей республики? Как оцениваю? По-моему, ни в какие рамки не лезет эта коррупционность. Взяточничество, коррупция, воровство – это бич государства. И где меры борьбы с этой коррупционностью? Конечно, тюрьма – это тюрьма, но все-таки прежде всего воспитание настоящего, действительно духовно богатого человека. Вот с этого надо начинать, с корней надо начинать, а не с того, когда он уже совершил это преступление, начинает что-то предпринимать. А как воспитать человека, который никогда на это не пойдет? Для которого это будет недопустимо всю жизнь? Ну как? Воспитать как личность, я считаю, вообще все. В этом таком в общем понимании, а не то, что там где в службе. Вот. Интересное это явление, коррупция. Читаю про Китай. Они сократили значительно коррупционность, но стали терпеть убыток от этого. Оказывается, когда суешь соответственному лицу, столоначальнику, он быстрее выполняет, быстрее делает, и от этого выигрывает дело. Вот как. Но то, что у нас воровство, это ни в какие, нельзя так делать. Вот такие. Что еще? Чувствую ваши интонации разочарования в ситуации в Мордовии, поэтому следующий блок новостей называется «Разочарование в местных и региональных властях». Такие события у нас. У нас есть 3 случая в ноябре произошло, в котором жители Мордовии обращаются к федеральной власти, разочаровавшись в местных и региональных властях. Вот о чем обращаются. 8 ноября на видеоконференции была помощник Путина, начальник Государственного правового управления Лариса Игоревна Брычева,
рассмотрела обращение жительницы Саранска, чтобы дом многоквартирный, номер 97 по улице Гагарина, который сзади стоит от магазина «Чайка», чтобы его, понимаешь, благоустроили придомовую территорию, потому что больше терпения у жительницы нету. На заседании обсудили этот вопрос, сказали решить, и причем даже ускорили темпы срока даже не к осени 19-го, а к июлю 19-го. Следующее, 21 ноября, уже бывший министр транспорта России Игорь Евгеньевич Левитин, тоже помощник президента. У президента много помощников, ему нужно помогать, работы много. Обратился, как бы он рассмотрел обращение жительницы Ордатова, которой невмоготу было жить без дороги, без автомобильной на улице Чапаева. Она обратилась, на совещании рассмотрели ее просьбу и сказали, что до ноября следующего года, как штык, чтобы. И заместитель председателя Мордовии гарантировал. 29 ноября уже тоже, как заговорились, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владимирович Кириенко рассмотрел обращение жительницы села Тенгушево, которая тоже очень хочет, чтобы провели автомобильные дороги в ее селе на улицах Колхозная и Молодежная. Тоже на совещании Кириенко обратился к зампреду правительства Цыганову Виктору Владимировичу, отвечающему за строительство в республике, поручил, и тот как бы обещал, что до 1 сентября 2019 все будет в порядке. Вот как вы считаете, это нормально, что люди из сел понимают, что невозможно решить свой вопрос быстро и с должным качеством, чем обращаться к президенту России? Как вот система построена эффективно? Понятно, что это ненормально. По каждой мелочи обращаться вот до президента. И, естественно, должны оперативнее работать местные органы власти. Ну, я свой пример приведу. Обращался я года 2 тому назад в прокуратуру с тем, что меня преследуют органы, правоохранительных органы. И пункты приводил, конкретные факты, когда, что, чего, звонили, угрожали и все прочее. Ну и что? Да ничего. Отписку, типичную отписку, ну, грубо говоря, просто отбрехались от меня. Это прокуратура. Далее пишем обращение к главе республики Волкову по поводу того, что ненормально решаются вопросы оплаты труда в журнале «Сятка». И что же? Вместо Волкова дает ответ его помощник. Валерий, ну, зампредседателя, дает ответ. То же самое, типичную отговорку, и никаких лучше не обращайся. Одни отписки. Это, я не знаю, как по другим вопросам, мы по национальным вопросам, это наша боль, обращаемся. И вот одни отписки, куда ни пиши. Мало того, они отписками вред наносят. Я помню, осенью 2017 года обратился к 3 министрам. Давайте на общественных началах, как в прошлом, в 19 веке издавались книги на общественных по заявке, издадим мою книгу вот таким способом. То есть набрать кандидатов, которые будут покупать эту книгу. И выпустим. Денег не надо государственных, но свои деньги выпустим. Пожалуйста. Я был поражен. Одно министерство, второе, третье пишут разные постановления, законы, что такого допускать нельзя. А я им там писал, это гражданское общество, это не государство, а мы своими общими силами издаем эту книгу словарь. О, нет, ничего не понимает. Вот у нас такое постановление, такой закон, недопустимо такие вещи делать. Вот что, чем занимаются наши чиновники. Ни в какую. То есть, ведь чиновник это все-таки должен
быть в связи с населением, с народом, чувствовать, чем живет народ. А они нет. Это особая каста чиновники. Их не касается народ, люди, обращения их не касается. Они живут своей жизнью, и у них своя конституция. Мы написали было председателю Верховного Госсобрания письмо. Письмо с указанием, какие статьи, подстатьи, пункты Конституции нарушают они. Ну и что, даже не ответили. То есть Конституция – это сплошное нарушение всех законов. Это как может жить так называемое правовое государство? И правовым и не пахнет даже. Вот что такое власти и что такое народ. Как писали про декабристов, были страшно далеки от народа. Вот так и теперь наши чиновники страшно далеки от народа. Но зато они строят новые предприятия, новый блок. И 16 ноября Владимир Дмитриевич Волков сообщил участникам торжественного собрания в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности следующее. Сейчас завершается строительство молочного комплекса на 1200 коров в компании «Дружба» Чалковского района. Возводится комплекс на 6500 коров в Дубенском районе. Начато строительство молочного комплекса на 1200 коров в Инсарском районе. В Рузаевском районе строит тысячник «Исток». Такой же комплекс будет в Агросоюз «Красное Сельцо». На 2019 год с участием инвесторов из Венгрии запланировано строительство комплекса на 2880 коров в Тенгушевском районе. И другие свинокомплексы планируется строить. То есть он отчитывается о проделанной работе по созданию рабочих мест. В том же блоке новостей 8 ноября в селе Большие Ремезенки Чамзинского района введено в действие производственное помещение на 420 мест для содержания крупного рогатого скота. 10 ноября аграрная производственная фирма «Норов», самая большая в Качкуровском районе, она открыла, учредила, ввела в эксплуатацию завод по глубокой переработке молока и производству молока, сыра, масла и мороженого. 12 видов мороженого будут производить, и уже это второй за этот год завод по производству мороженого. Еще летом агрофирма «Октябрьская» тоже открыла цех по производству мороженого. Группа компании «Талина» 28 ноября ввела в эксплуатацию 4-ю очередь Мордовского племенного центра. Это новый свинокомплекс «Стотысячник» в Инсарском районе близ села Засечная Слобода. То есть вот что за месяц произошло, сколько заводов, рабочие места, экономический рост, соответственно, рост зарплат. Значит, жизнь процветает, Евгений Владимирович. Как я смотрю на эти новости? Во-первых, шеститысячник – это в моем родном селе. Вот, это там в 2-3 километрах от села, там же с экологией будет связано дело, близко к населенному пункту нельзя. Вот, но там построили очень хороший клуб, теперь называется «Центр», как будто разница какая между этими словами. Вот, и, ну, я как смотрю на это? Вот, во-первых, мы что-то увлеклись, это продовольственной программой, как раньше называли. Только как будто и это требуется человеку, хлеб, чтобы наесться. Как будто других задач, проблем нет. Проблема духовности, проблема культуры, проблема образования, их нет. Вот заходишь в магазин и начинает тебя трясти. Вот то же самое лента там есть у нас на Химмаше. Ну чего только там нет. Я вообще говорю, не хватает действительно птичьего молока, наверное. Никто научится доить их. Зачем все это надо? Но человек же живет, как известно, не только хлебом единым. Куда это сколько? И продукты эти портятся, естественно, лежат десятилетиями, и тратится на них энергия. Это связано опять с экологией, здоровьем связано. Портится, их куда-то надо сбывать. Вот так я смотрю на эти комплексы. С другой стороны еще смотрю.
Я не знаю, как будут решать проблему экологии. Известно, что от каждого 100-тысячника образуются реки отходов. Их куда-то по трубам гонят на поля и прочее, прочее. И запах от них на километры. Вот. И об этом я читал в Горьковской области, Нижегородской области ныне. Проблема такая. Был я в свою пору в молодости в 100-тысячник в Рязани, в Рязанской области. Там та же проблема, проблема экологии, куда девать отходы. Вот. А тут в каждом районе, чуть не в каждом селе будут строить эти комплексы. А кроме запаха, какой еще вред от этих отходов? Ну, вред, их надо, наверное, перерабатывать до сухого, а потом уже использовать как удобрение. Вот и все. А жидкие, их надо как-то распределять, вот сложность какая. И вообще, я повторяюсь то же самое, почему мы увлеклись этим самым, ну, грубо будет сказано, набить живот. Не слышно там ни этих ярмарок, книг, не слышно там соревнований каких-то культурных мероприятий. Вот одно магазины на каждом перекрестке. Я ничего не говорю. Вполне понятно, что надо есть каждому. И говорят, что прежде чем мыслить, думать, философствовать, надо вначале покушать. Это понятно. Но ведь во всем должен быть предел. А куда девать будут эту продукцию? Не получится перепроизводство. Ведь это тоже очень опасно. Ну, не знаю, они там все-таки, наверное, есть у них эксперты, которые там все взвешивают, которые там решают. Не знаю. То есть в расходах бюджетных инвестиций должны быть немного по-другому, с вашей точки зрения, расставлены приоритеты, чтобы не на развитие продовольственного сектора, когда магазины полнятся продуктами, но мы ведь хотим, что у нас только отечественные были. Почему-то, вот, допустим, у нас почти ничего своего нет. Да? Но это, может быть, даже можно сказать, норма. Почему своего нет? Потому что свое дороже и менее качественно. Так зачем тратить бюджетные деньги на то, чтобы свое было таким же некачественным, но хотя бы подешевле? Чтобы покупали свое, но деньги-то тратятся из бюджета. Не лучше деньги бюджета тратить на развитие культуры, особенностей этнических, в чем наше конкурентное преимущество, чтобы сюда приезжали туристы, чтобы здесь общество чувствовало, общественное согласие было более уравновешенное. Вот это хотите сказать, да? Да, конечно, конечно. Вот этническая часть то же самое. Ведь вот Изая-Дубенский район, насколько он эрзянизированный, так скажем, жители на 87% в Америке живут. Вот я когда приезжал туда по подписке на газету, 2-3 дня там моя родина, все там мои знакомые, 2-3 дня не услышал речь на русском языке. Одни эрзяне. Я говорю, это же заповедник, это для туристов. Приехать, послушать, что за эта речь, что за культура, что за язык. Ведь особенности каждого языка есть. Я уж говорил про русский язык, это меня поражает его присутствие приставок в словах, поражает меня и считаю некоторые недостатки русского языка, это синтаксис, там излишние эти там предложения. Вот такие дела. Сложно подчиненные предложения. Они лишние, они не нужны совсем. Далее, кстати, в русском языке род. А во многих языках нет рода. И прекрасно я вот обхожусь, в брянском языке, обхожусь без рода. Тоже лишнее. И причем этот род является в окончании существительное, в окончательной прилагательного к существительному, и очень много дублируется. Но вот у меня вот такой вопрос. В Качкуровском районе, когда вот построен этот молочный завод, который будет производить 30 видов молочной продукции, его построила, как я уже говорил, фирма Норов. Александр Ильич Поздняков. А название Норов, он
возводят к ирзянской мифологии, что богиня Норовава. Ну, да. Вот, расскажите о ней. Покровительница хлеба, урожая, плодородия, земли. Да. В мерзянской мифологии, в религии имеется высшая Всевышняя власть, как сказать. Иерархия. Нет, ну Бог, богиня, Ага. богиня, а в данном случае Бог, не богиня, а Бог. Ини Шкипас. Ини – это великий, Шкипас – это Творец, великий Творец, который все на свете порождает. А на земле, да, и, кстати, вот что еще, другой вариант называют Ини Шкипасом солнце. Чипас. Оказывалось, у славян, у русских то же самое, Бог солнце. И я открыл себе потом, удивился, действительно так. Не надо искать какие там строить богатств, искать божества какие-то. Действительно, это просто, это солнце. Без солнца нет ничего. Вся эта вселенная, планеты вокруг солнца будут исчезать. Все. Это действительно точно, верно. А на земле это представители Бога, которые отвечают за те или иные сферы, будем говорить. Вот Норовава это за поля. Норов это поле. Далее за урожай. Все это полностью отвечает. Отсюда был и проводился праздник Норовавы. Это что-то в октябре, в начале октября проводился этот праздник. Моление, читали. И интересный такой обычай был. Когда жали хлеб в поле, свои как называется, участки свои, вот, оставляли небольшой клочок ржи или пшеницы или проса, вот, потом жнец обращался к Нороваве, молитву молвил, и потом после этого вот в нежатую полоску бросал или клал туда яичко, хлеб, ну что он сам ел, туда и клал. А еще вот когда сеяли коноплю, ну обычно мужчины сеяли, старики, они во время сева раздевались догола. Почему? Чтобы Инишкипас, Бог солнца, дал хороший урожай конопли, и чтобы можно было выткать хорошее полотно. Вот и все просто. Вот я всегда говорю, не надо отрываться от истории, от фольклора, от прошлого. Всегда надо беречь это все. Там интересные вещи. Вот и, кстати, читал как-то про Японию. У них религия двойная. Одна у них священная своя японская, а другая, это как его, богиня называется, вот еще выскакивает. Ну, многие, и в Индии особенно. Кто богиня у них главная? Вот когда кто-то тебя спрашиваешься. Вот. Но у них 3 бога, по-моему, главных. А? По-моему, 3 бога там. Нет. В Индии? Да. В Индии. Ну да, но там... Там Тримурти, да. Мировые религии есть. Мировые религии. Там христианство, ислам, еще и 4 религии. Иудаизм, буддизм. Иудаизм и еще вот, именно японская. Буддизм. Ага. Буддизм. И они вот, у них сочетается и буддизм, и своя дальнейшая вера. Сочетает, оберегают, считаются. А у нас этого нет. Надо долой все и все. Не надо. Надо, шагая вперед, оглядываться и назад. Как бы не запутаться в своей будущей. Вот о чем речь идет. Еще одна новость из жизни Мордовии называется растениеводство. Или я вас прервал? Нет. Вот. 21 ноября Владимир Дмитриевич Волков собрал совещание заместителей председателей правительства 2, возглавляющих профильное министерство по сельскому хозяйству, и поставил перед ними задачу, что у нас есть неиспользуемые земли,
и их нужно срочно вовлекать в сельскохозяйственный оборот. Дальше. Еще за неделю до совещания, 16 ноября, он на празднике сообщил, что вот за год подвел итоги, что лучший по сбору зерна – это Лямберский район и Атяшевский район. И вообще Мордовия одна из лидеров в целом по стране и первая в Приволжском федеральном округе по производству яйца, молока на душу населения и вторая по производству мяса. И на том же собрании 16 ноября он сказал, что с 2012 года, с 2012 фермеры из сельхозкооператива Мордовии уже получили для развития агробизнеса 397 грантов на общую сумму 898 миллионов рублей. Как вы считаете, в каком состоянии у нас растениеводство и все ли делается для того, чтобы оно расцветало, как бы? Ну, что я скажу? Во-первых, я с некоторым сомнением отношусь к этим цифрам. Да, вот как вы к цифрам? Да. Уж слишком наши бояре любят щеголять цифрами, успехами. Но прочитаешь, и как будто скажешь, мы действительно впереди планеты всей. А начинаешь разбираться конкретно, не выходит, не сходятся эти цифры. Ну, в частности, взять наши магазины. Ну все, вкладывают миллиарды, все, миллионы, миллиарды, а продукция там откуда-то, то с Египта, то с Нила, то еще откуда-то. Ну уж картошку-то везем с Египта, это как это так? Где же эти миллиарды тогда, спрашивается. Вот. Яблоки, дальше, ну, овощи разные, ну, все зарубежное, все завозное. Ну как же так, как это понять все? Вот насчет земель тоже, конечно, это не дело черноземы оставлять незапаханными. Это беда. Вот был недавно, я ездил в Кочелай, Качкурусского района. Далее Татумыс, удивительное село. Это городок, и красота, и чистота. А жителей тоже мало. А там как раз поля у них то в бурьяне. Как это понять? Непонятно. Все вроде делается, и комплексы строятся, и на растениеводство все уделяется, а результаты вот такие. И еще я хотел бы замечание сделать. В сельском хозяйстве нельзя такие задачи ставить. Вот получить 1,5 миллиона зерна и никаких гвоздей. Но сельские хозяйства все-таки без крыши нет. Какие погодные условия все-таки учесть надо, это тоже надо учитывать. И уж конкретно вот такие цифры, вот, до миллиграмма, это, конечно, неверно. Следующий блок новостей называется «Инвестиционный климат». Все ли у нас сделано для того, чтобы предприниматели и люди предприимчивые могли создавать рабочие места? У нас 16 ноября был проведен деловой форум «Новый бизнес». Молодые и социальные предприниматели обсуждали интересующие их проблемы. 29 ноября прошло общее собрание регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия». Там обсуждали, как бизнесу и власти совместно решать в ближайшие 3 года общие задачи в соответствии с национальными проектами. И состоялся 30 ноября предпринимательский форум «Бизнес-среда», говорящий о том, обсуждали, как использовать преимущество того, что у нас был чемпионат мира по футболу, и как в дальнейшем повышать приезд туристов в Мордовию. Кроме того, на заседании всеми любимой партии «Единая Россия» Владимир Дмитриевич Волков сообщил цифры интересные, что чемпионат мира по футболу принес в Мордовию 31 миллиард рублей инвестиций, а в ближайшие 2 года Мордовия получит еще в 4 раза больше, потому что будет участвовать в национальных и федеральных проектах. И это в плюс. А еще есть такие новости, которые в минус, которые не стимулируют развитие. Это 27 ноября 29-я сессия Государственного собрания Республики Мордовия состоялась, и там депутаты поддержали увеличение местного транспортного налога и налога на прибыль. И отменили некоторые налоговые льготы, потому что нужно как-то
уменьшать долги бюджета и увеличивать доходы бюджета. Как вы считаете, вообще, насколько важно, чтобы предпринимателям было в нашей республике очень хорошо, и для них были созданы все условия, и все ли для этого сделано? Вот у меня такие мысли пришли по поводу этого. Совещаний много, а дел не так уж много. И вот сравниваю, я не знаю, как другие министерства работают, но вот Министерство культуры тут рядом. Какое бы мероприятие культурное не проводили, от них там и духом не пахнет. Никуда не ходят, ничем не интересуются. Боюсь, и другие министерства печать поставили, и на этом дело кончается. А ведь надо работать, надо проводить конкретно какую-то работу, активно. Этого нет. И боюсь, что поэтому инвестиций не так уж и много. О туризме. То же самое есть министерство. И то же самое Министерство культуры и туризма должно заниматься. Я помню, в молодости еще писал в газету вот такую рекомендацию по туризму. Пугачевский вал. Известный, 17 век, для чего строили, все это понятно. У меня такая творческая задумка была, пешком прошел из Саранска до Атимара по этому валу и дошел до конца. Атимар это было первой крепостью, до Саранска еще. И что там интересно, сохранился тот вал, где был городок Атимарский, земляной вал. Вот, Атимар, говорят у нас на рязанском языке, вроде старая вишня, что ли, Атямари, вишневый отец, дед. А я считаю по-другому. Мар – это возвышенность, а Атя – главный, значит. Там в этой крепости четырехугольная форма, поверху ограждение, деревянное ограждение, частокольное. Вот. А внутри, почему он сохранился, этот вал, там внутри кладбище, обычное кладбище. И до сих пор это стоит. Но интересно все-таки посмотреть этот вал. Там высокая-высокая одна стена дорогая. Потом были места, где оповещали эти сигнальщики огнем о приближении врага и все прочее. Вот объект для туризма. Никто ничего не говорит об этом. Никто не говорит. Вот. Еще там что-то мы о чем-то говорили, да все вроде. Налоги. Налоги. Вон у нас в газете там появилось, какие налоги появились. Обдираловка это, больше никак не назовешь. Ну, налоги, ладно. Ну, вы сократите тогда воровство, эти деньги сюда. И вот в отношении этого футбола 31 миллиард, этот чемпионат мира. Не знаю, а почему-то требуют от Мордовии 60 миллиардов долгов. Это в интернете я читал, дважды обратились. Требуют погасить долги. И вот он говорит, ну откуда, как это могли принести? Ну кто-нибудь бы специалист это все расписал бы все. Я не знаю, это надо лезть в тонкости. Но то, что я там бегаю вокруг этого стадиона, это меня поражает. Какие глобальные, тотальные расходы были пущены на проведение этого дела. Лучше было бы мне, как кажется, их направить на культуру, на образование и на строительство, ну, без этих гигантов, которые пустуют, и каждый раз бегаю вокруг этих гостиниц, думаю, может что-нибудь появится, что-нибудь там, жизнь какая-то закипит. Ничего подобного. Один магазин открылся, пятерочка. Я уверен, скоро закроется. Там нет народу. Конец первой части. Все.